В гостях у нас Аима Эльчиева. Когда новая песня? А что ты сидишь дома? Тот образ, который я создала, кем являюсь я, не всегда совпадают. Бросаешь учебу, бросаешь дом, родителей и едешь на соревнования. Я повредила связки прямо перед концертом. Все, буду молчать, хорошо. Если ты хочешь дальше заниматься, мы будем тебе помогать. Период пубертата, как он у тебя проходил? Да зачем я приехала? Ну вот зачем я сюда приехала? Өмірлі бол, талайлы бол, садаға елулы бол деген сөзің ой жаман бір. Раз. Это мой первый подкаст. А? Это мой первый подкаст. А, серьезно? У Аимы Да. тоже сегодня тушо? Первый. Приветствую просто, да? Ух, ё. Так. Радарс. Это гроза была? Шатнула жестко. Всем привет, друзья! Мы продолжаем нашу серию подкастов. И сегодня в гостях у нас Аима Эльчиева, талантливая девушка, которая имеет очень богатый опыт участия в конкурсах. И мне лично самой, как продюсеру, было всегда интересно наблюдать за ее творческой жизнью, потому что Аима для меня такой настоящий боец. С виду такая маленькая, хрупкая девушка, спокойная очень, кстати, не с таким напористым характером, да, ну, внешне, по крайней мере, кажется, да. Но в то же время Аима показывает все время такую твердость характера, потому что очень часто я вижу тебя на очень больших конкурсах, и это на самом деле, мне кажется, отнимает очень много сил и энергии и требует такого стержня. Аима, давайте начнем с самого начала. Конечно, все тебя знают, и, наверное, с самого детства, да, ты уже на сцене. Можешь рассказать о самом начале твоего творчества, с чего все началось? И, наверное, у тебя был такой путь долгий, да? Вот что ты можешь сказать о начале своего творческого пути? Если описывать свое начало, это все началось просто с каких-то кривляний дома возле телевизора. Мне очень нравилось на тот момент петь, танцевать. В садике я была очень активной, всегда бежала на первый ряд, пыталась, чтобы мама, смотри, вот я пою, я танцую. Я всегда была активной, постоянно что-то делала. И в какой-то момент, получается, у моего папы есть знакомый, его зовут Нурдин Турбеков. Он сейчас главный звукорежиссер КТРК. Да, Нурдин Байке. Да, Нурдин Байке. Кстати, наставник многих наших звезд уже на протяжении многих лет. И вот как-то мы на каком-то мероприятии, родители вот разговорились, моя мама тоже занималась в детстве, как сказать, вокалом, пением. Она закончила музыкальную школу, потом хотела поступить в консерваторию здесь, но ей, к сожалению, не разрешили. И у мамы вот была всегда вот эта вот мечта заниматься творчеством, петь. Мама реализовала это в дочке. Да, но так получилось, что реализовали это во мне. Получается, Нурдин Байке сказал то, что вот есть данные, да? Ну, нет. Обо мне тоже там особо речи не было в начале. Серьезно? Да, они больше о маме разговаривали. Потом он предложил, вот сейчас есть такой конкурс, я вижу, Аима там активна, если она хочет тоже поучаствовать, то мы могли бы ее... Что это был за конкурс? Сколько тебе было лет? Это был конкурс «Волшебная страна». Это было, когда мне было 8 лет. Это был мой первый вот конкурс. Родители такие, да нет, она особо прям так не поет. Она такой, ну давайте попробуем. И вот после первых туров, да, там записи, вторых, третьих, родители начали замечать то, что у меня получается. После победы на этом конкурсе родители поняли то, что, ну все, оказывается, нужно заниматься. И с того времени каждый год практически, да, наверное, каждый год я ездила на разные международные конкурсы. Значит, получается, первый конкурс ты победила. Это тебе, наверное, придало такую уверенность. Ну, если честно, я особо даже не помню уже то время, но родителям, как сказать, родители поняли то, что увидели в тебе потенциал. Да, наверное, скорее всего. Я тогда, наверное, вряд ли понимала, мое ли это, хочу я это делать. Просто нравилось. Куда-то нужно было девать энергию. И вот где-то до подросткового возраста, до 14 лет, даже не до 14, до 16 лет. Вот 16 лет был мой последний, наверное, такой прям конкурс международный, в котором я поучаствовала.
Были международные конкурсы, были конкурсы здесь, в Кыргызстане. 8 лет я поучаствовала в «Волшебная страна» на КТРК. После, через год я поехала на конкурс «Подснежник», назывался. Международный конкурс проходил в Новосибирске. Там я тоже заняла первое место. Тоже первое. Да. После мы поехали на Славянский базар. Мне тогда было уже 10 лет. Детский славянский базар, Детский славянский базар я ездила. Ну, там была, конечно, конкуренция пожестче. Да. Там я не смогла занять призовые места. После, вот я уже не помню хронологию, были разные конкурсы здесь, в Бишкеке в основном. Там бывали такие, где-то караоке там проводились, не в лагерях, а в парках где-то выступала. «Золотой микрофон» проводился, вот 40 на 40 проводила, там я тоже получила гран-при. Участвовала в «Кыргызстан. Мои таланты», там я попала в 3 финалистов. К сожалению, финала не состоялось, так что мы не знаем, кто какое место занял. После я ездила на X-Factor, Украина. Возможно, еще есть какие-то конкурсы. Junior's Talent, я помню, проходил в Ташрабате. Были еще какие-то. И в Казахстане было, да? В Казахстане «Золотой микрофон», там я заняла 3 место. Еще на Иссыкуле проводился международный такой конкурс. Я название не помню, но я там тоже заняла 3 место. Аима, ты прям по жизни победительница. Не все конкурсы. Ну, большей части, получается, у тебя были призовые места. Как ты считаешь, эти конкурсы закалили в тебе твой боевой такой дух победителя, или изначально у тебя было это? Не, мне кажется, это все пришло со временем. Вначале, я когда участвовала на конкурсах, я не понимала вот этот вот весь как сказать, всю серьезность этих выступлений. Вначале я воспринимала, просто вышла там на сцену, спела. Ну, возможно, такая весело. детская непосредственность нужна была. Но вот сейчас вот с высоты, с этого возраста, вот когда ты смотришь, ты понимаешь, что эти конкурсы тебя закаляли, да? Как артистку. По-любому. Это даже влияло на то, что ты видишь другие таланты из других стран. Да. Кстати, ты понимаешь, на не каком... опустить руки там, да? Да. Это очень важно. Ты видишь, на каком они уровне, да? Ты стремишься там, ну не знаю, тоже, да, достичь какого-то определенного уровня. Ты там видишь, ой, вот этот классно здесь поет, ой, вот это вот здесь вот так вот классно получается петь. И тебе постоянно хочется чему-то учиться. Это как наркотик, да? Да. Нет, это очень круто. Я помню, постоянно повышается планка на международных конкурсах. И я, кстати, хочу отметить, мне очень нравится твой качественный контент в плане творчества. Спасибо. Я думаю, что как раз-таки именно вот этот международный опыт и заставляет тебя выдавать что-то такое качественное, да? Наверное, да. Но с этим и приходит, как сказать, ты постоянно недовольна собой. Это вообще бич, мне кажется, современной молодежи. Да, есть такое. Которая постоянно в сомнениях, достаточно постоянно что-то не хватает. Ты этим страдала? Да, мне кажется, по-любому это было. Мне кажется, до сих пор иногда бывает вот этот вот перфекционизм. Вот здесь что-то чуть-чуть не то, вот здесь что-то как-то не так. Возможно, на это также повлияла моя мама. Если так прям вспомнить, в детстве каждый раз после выступления я бежала к маме и ждала от нее инструкции, где что я налажала, где что было не то. И как бы я уже знала, сейчас приду, и мама скажет, вот здесь не так спела, вот здесь не так там движение сделала. Я такая, я уже привыкла к этому, потому что всегда что-то было не то, но нужно было это дорабатывать. И вот я как мама хочу тебе задать вопрос. Это хорошо или плохо? Потому что мамы делают это из позиции того, что надо работать над ошибками, должна постоянно развиваться. А у тебя случайно обиды не затаилась на маму, там какую-то травму? Нет, слава богу, нету. Возможно, это, наоборот, меня больше закаляло в плане того, что вот я должна добиться хороших слов от мамы. У меня такое была отличницей, да? Я была отличницей. Это синдром отличницы. По-любому, да. Я отличницей была только до 8 класса. Потом после этого, из-за того, что стало больше активностей, это стало влиять на мою учебу, и я уже такая, ладно, ничего, если появятся 4, так уж и быть, как бы. Но да, тоже. Но от мамы 5 ты ждешь. Да, от мамы, мне кажется, всегда ждала вот эту твердую 5, ты молодец.
Вот за все эти конкурсы, какой конкурс больше всего тебе запомнился в плане того, что ты сама была собой довольна и себе пятерку поставила бы? В каком конкурсе ты Ам, вот прям взорвала, ты считаешь? Это был конкурс в Казахстане, Мгм. «Золотой микрофон». Там был такой случай, то, что я попала в старшую группу, а я Мгм. думала, то, что я попаду в среднюю. А тебе было сколько Мне лет? было тогда 13 или Мгм. 12 или 14. Там вот, получается, мне до начала конкурса исполнилось вот 13 или 14, и я попала в старшую группу. А в старшей группе были ребята там 17-18 лет. Кто тебе так? Да, и я такая, блин, ну почему у меня день рождения именно в этот период? Я очень боялась. Я приехала и вижу вот таких вот огромных Уже девушек, сформировавшихся мужчин, да, да, девушек, да. да? Они так классно поют, и я такая, зачем я приехала? Ну вот зачем я сюда приехала? Типа, не надо было приезжать. Первый день я прям очень сильно себя грузила. На репетиции все классно спели. Я такая, ну ладно, спою как есть уже, посмотрим, Мгм. что будет. Но в день самого конкурса, там, когда была жеребьевка, у меня попадались такие номера, где-то 16, 19, и я выступала в самом конце. Мгм. Помню, не знаю, это хорошо или плохо, но из-за того, что передо мной участники, возможно, из-за волнения, они фальшивили, лажали, и это мне придавало сил. Типа, да, это не Ты особо. питалась их Да. неудачами, но это Я тоже так, хорошо, ну, возможно. возможно, да. И я, наверное, подумала то, что все-таки у меня есть какая-то Окей, ты надежда поверила в появилась. себя. Да, я поверила в себя, отодвинула вот эти вот рамки, то, что я маленькая, они большие, они, наверное, лучше Окей, меня. да. Иногда дело не в возрасте, да? Да, иногда, да, дело не в возрасте. Я взяла себя в руки, спела вот как нужно было, нигде ничего не залажала, была собой довольна, получила хорошие оценки и в итоге заняла 3 место. И тогда ты была собой Я довольна. была очень довольна, то, что я не растерялась, несмотря на вот это давление со стороны других участников, да, то, что, Эйджизм, да? да, такой, который я сама себе Скрытый, придумала, да? да. Но я вот очень довольна собой именно на этом конкурсе, потому что смогла вот выстоять. Ну, мне кажется, что именно твой опыт предыдущий на других конкурсах Может быть, и тоже помог тебе сыграл, эмоционально выстроить стабильность вот эту и веру в себя. Потому что наверное. если бы ты первый раз поехала бы, может быть, Да, я бы ты совсем совсем по-другому. себя потеряла бы, да? Возможно, да. Ну, на самом деле, даже говорю, я удивлена, оказывается, у тебя чуть ли не каждый год были конкурсы, Да, и это надо признать, это большой труд с твоей стороны и со стороны родителей. родителей, да. Потому что возить постоянно ребенка по конкурсам, это даже для них, наверное, такой большой труд, да? Это же нужно все время Ну, не уделять всегда время. родители, кстати, со мной ездили. Иногда я Окей, ты ездила сама на конкурсы ездила? сама. Ого. Это было тоже то еще. Я слышала, что ты ездила на конкурс в Казахстане и вышла на сцену с температурой, или ты заболела, что-то было такое. Там не совсем это конкурс был, как Мгм. сказать. Я прошла в один проект, он назывался K-Top Idols. Я Мгм. около 9 месяцев стажировалась в казахском Ты прям интертейменте. жила там, Да, я там получается. прям Вау. жила. 9 месяцев без родителей? Да, без родителей, Подростком? подростком. Вау. Я должна была вот проучиться 10 класс, но, можно сказать, большую часть 10 Получается, класса ты у меня не выбрала не было. учебу, а творчество, да? Да, но я договорилась, там, родители Ну, мы понимаем, но попросили. фокус все равно, да, Да, получается, да? получился Ага. такой. Было очень Серьезный сложно выбор, совмещать, да. да, было очень сложно вот это все 9 совмещать. месяцев ты практически жила одна, без родителей? Я была с бабушкой, но в какой-то момент они предоставили мне жилье, и тогда я уже жила с участниками. Тоже было, да, такое. Ну, мне кажется, со временем ты привыкаешь, начинаешь взрослеть, там, смотреть за собой, за своими Ну да, это вещами. такая сепарация раньше Да, да, да. времени, и это, надо признать, тоже очень такая ответственность, когда ты практически бросаешь учебу, бросаешь дом, Мгм. родителей и едешь на соревнования, да? Да. Не, ну родители сами сейчас в шоке, как они меня Да, тогда если честно, вот я отпустили. даже по себе сужу, это, ну, не все смогут, Да. конечно. Но это было недалеко, в принципе, 3 часа езды до Алматы. Родители всегда могли приехать, да? Сейчас на такси боишься ребенка отправить. Не, на Да. самом деле это круто. Ты еще, кстати, выглядела, наверное, очень молодо, да? Да, мне было Совсем тогда ребеночек. 16. Ага. Да, вот мне было тогда 16. Но это был крутой опыт. Я очень выросла за
да, Да, за этот представляю. проект. А вот насчет концерта, там так получилось из-за того, что мы месяц готовились к концерту, Мгм. на котором мы должны были выступать живьем. Мы сами ставили постановку, танец, придумывали там, не знаю, а, вот этот вот. У нас 2 песни, нам надо было их как-то смешать, Мгм. там разные ремиксы придумывали тоже. Это был очень такой классный опыт. Из-за того, что мы месяц репетировали, и мне достались очень высокие ноты, я повредила связки прямо перед концертом. Вау. Да, и мне пришлось там 2 дня до концерта полностью молчать. И впервые я заговорила, можно сказать, вот на сцене. М. Да, вот это был такой Ну, для очень артиста интересный опыт. потерять голос перед ответственным концертом, Да, это это, было конечно, ужасно. смерти Я очень подобно. И волновалась. как было эмоционально это пережить одной? Что тебе вот помогло? Вот бывает же, не знаю, там, звонок маме или там ответственность перед организаторами. Вот Мне кажется, что больше тебе вот больше помогло? ответственность. Да, Ответственность? потому что я была не одна, нас было 5 в Мгм. команде. Ты И понимала, что ты подведешь да, всю команду, да? да. Мгм. Поэтому я взяла себя в руки, такая, все, буду молчать, хорошо. Репетировала движение, примерно репетировала песню в голове. И вот как-то так потом вышла, спела, такая, уф, нормально. Ты взяла эту ноту? Да, взяла ноты. Конечно, не так, как бы хотела, но неплохо пойдет. Мгм. Ну, это реально интересно, потому что никто не знает, Да, что ты переживаешь, прежде чем выйти на сцену и выдать какой-то номер, да. да. Получается, вы месяц готовились, до этого 9 месяцев ты жила вне семьи. Мгм. Но это на самом деле такая жертва творчества, да, Да, творчеству. согласна. Такой Да. трибют, да, потому что ты хочешь быть артистом. Кстати, в каком возрасте ты поняла, что сама лично поняла, что ты хочешь быть артистом? Мне кажется, ближе к 13, к 14 лет. У нас такой разговор был с мамой. Мгм. Она решила узнать, вот если ты хочешь дальше заниматься, мы будем тебе помогать, да, там, заниматься с тобой. Но если ты этого не хочешь, мы не хотим тебя заставлять. У нас был Очень такой с правильный мамой разговор. подход родительский. Они тебя поддерживали в детстве, Да, потом зафиксировали твое, да, одобрение. да, Ну, это очень правильно, потому что некоторые родители, кстати, реально они реализовывают свои амбиции, и потом да, выясняется, что взаимная. детям это не нужно было. Ну, я очень рада, что у вас есть такой диалог с мамой, да, у вас, я так слышала, очень тесные такие Да, мама отношения. со мной с детства. Это вот она, наверное, тот человек, который всегда со мной бегал везде, по Мгм. всем конкурсам, по Ну, я всем, представляю, это да, даже не сколько концертам. твой труд, сколько мамин, наверное, да? Да, Потому очень что много. детские конкурсы, там вся ответственность лежит на родителях, а ребенку исполнять это вообще, да, Да. это на сцене Это классно, красивенько люди ходить, это смотрят, весело, да? да, все хлопают. Да. Ага. Ну Вот. вот самое, знаешь, я по своему опыту знаю, мы провели 2 сезона Осман Kids, и самый сложный период именно подростковый, М, когда человек практически меняется. Только у тебя был такой ангелочек-ребенок, мгм. потом у него меняется характер, у него меняется голос, потом у него меняется видение и позиционирование. Да, И в итоге, если честно, даже мы знаем из мировой практики, многие дети, которые были звездами, пройдя вот этот период пубертата, мгм. они в итоге даже не то чтобы не хотят, они ненавидят свое творчество. М. И не все его проходят гладко. Как он у тебя проходил? Потому что это тоже такой пример. У нас очень много талантливых детей, и я тоже вижу, как они теряются в период именно пубертата. Не знаю, у меня как будто этот период прошел очень спокойно, Да? да, Ой, без никаких замечательно. таких каких-то эмоциональных, да, моментов, наверное. Я также продолжала петь, пела каверы. Голос изменился? Мне кажется, да, по-любому, потому Да. что я помню, когда я звонила своей подруге раньше, по телефону еще мы там, можно Миру по телефону? Ее мама думала, то, что ей звонит маленькая девочка. Она говорит, там какая-то маленькая девочка тебе звонит. Потом через время я начала замечать то, что да, голос грубеет, становится более взрослым. И вот, ну, это очень так плавно У тебя было произошло. это плавно, да? Да, очень плавно. Возможно, я этого не заметила. А, Но вот именно в тот момент подростковый я очень много пела каверов.
И, может быть, из-за того, что я постоянно тренировалась, это как-то тоже Кстати, очень по-другому. хороший лайфхак, да, совет, да, наверное, да? Я вот Потому что даже не знаю, многие можно из-за ли. смены голоса прекращают творчество, А, и потом тяжело вернуться. Ну, как минимум у мальчиков это точно. ну Потому насчет что у мальчиков я мальчиков очень слышала, жестко да. меняется голос, им же запрещают петь, Да, да, да. и потом они сами не могут признать свой голос. Да, то, что он настолько А в меняется. твоем случае я считаю тебя самым ярким подростком, потому что когда мы делали Спасибо. кастинг «Осман Kids», и мы просили детей спеть на кастинге кыргызскую песню, и не поверишь, наверное, 70% девочек пели твою песню «Акбата» Ого. или «Сюрен». Вау. И мы так задумались, почему это? Мы думаем обратно. А оказывается, у нас на нашей эстраде практически нету песен для подростков. У нас все про несчастную любовь. Да. И именно вот это настроение подростковое, голос подходят именно только твои песни. Ты была Очень поэтому таким ярким интересно. подростком на нашем. Я вот могу сейчас поделиться. Даже Мы не знала, проходили, спасибо. да, Осман Kids Очень у нас был в приятно. 2019 году, в 2018-2019 году. И именно в тот период большинство девочек пели твою песню. Это очень мило. Это реально, это круто, это признание. И когда мы говорили, мы вот помню, ездили в Ош, там был кастинг, и когда уже там 5-я девочка пела там Акбату или Сюрен, я говорю, почему? Она говорит, я говорю, и с кем бы из звезд ты хотела встретиться? Она говорит, я с Аимой хочу спеть. И это было так Это круто, очень потому что мило. ты, получается, своей песней вдохновила определенное, прям, получается, поколение подростков. Они выросли на твоих песнях. Это очень мило. Я даже не знала, оказывается, об этом. Это очень приятно. Ну, твои песни, они именно передают такое подростковое настроение. Мне вот, кстати, поэтому хотела спросить, кто тебя вдохновляет в твоем личном творчестве? Это выбор твой или мама, или продюсеры, кто тебе говорят, вот давай споем вот гимн у тебя Сюрен, да, футбольный. Вот какие-то у тебя глобальные песни. Это ты сама Да. такая? Ну, как сказать, первые каверы вот Ахбата, Тейне, которые, да, вот были, они были больше там, как сказать, там бабушка с дедушкой посоветовали, вот эта хорошая песня, перепой. Типа в тот момент было очень как бы модно записывать каверы. И вот Да, с на время этого, да. волна пошла, да. Да. После я начала работать с Мирзадой. Это продюсер, да? Она была больше как менеджером на тот момент. Она предложила такую идею, так как футбол на тот момент тоже очень начинал развиваться, набирать обороты. Она предложила Федерации футбола такую задумку сделать песню, так как всегда футбол ассоциируется с какой-то песней, Да. но у нас этого не было. И она предложила, типа, давайте мы запишем с вами такой мини-проект. Это идея менеджера, да? Да, это была вот идея менеджера, мы ее реализовали, она круто пошла, и вот после этого... Ну, это вроде осталось гимном, да? Да, она до сих Футбольного пор. клуба. Да. И на самом деле на стадионе она звучит очень зажигательно. Да, очень хорошая рада, работа. очень рада. Такая она была очень свежая, да? Да. Но мне кажется, она и очень как бы раскрывает твой характер. Наверное, она была очень такой легкой, Да. озорной, Глобальной такой, да, ну и озорной глобальной, такой, да. да. Такая, знаете, многогранная песня, где много чего сочетается. Хоть мы и не так много посвятили времени этой песне, наверное, там ее мы записали полностью, поработали над ней всего, наверное, 1,5 недели, даже 2 недели. Все гениально просто. Да, но это реально, когда что-то твое, мне кажется, все идет очень налегке, без каких-то таких вот сложностей, препятствий. Да, так и есть. Это было очень круто. Это, наверное, самый такой классный, легкий и крутой проект, который мы реализовывали. Да, и вот, кстати, песня Акбата и Атайне вы тоже, кстати, дали с Аяной такое новое звучание. Да. И даже я, зная эти песни, честно, я полюбила эти песни после вашего исполнения. Спасибо. И мне кажется, здесь было именно очень круто, потому что вы были, кажется, самыми молодыми артистками, Да, на тот которые момент. спели такую песню. Она же очень довольно-таки старая песня. Да. И вы дали новое звучание. И новое поколение даже, наверное, думает, что первые исполнители вы, да? Я даже не знаю, не узнавала насчет этого, но
будет очень приятно об этом услышать. Мы всегда старались вот прописывать имена авторов, там, исполнителей Да, оригинальных, но мне чтобы кажется, не здесь были обиды не забиты. должно быть. Вы, наоборот, М, дали новое дыхание, новое мгм, звучание. И мне что понравилось, мне кажется, что в песне именно от Айниме мгм. вы с Аяной искренне благодарили родителей. Потому что, ну, насколько я знаю, именно родители внесли большой вклад в становление вашего именно Да, вашего творчества. да, И вот эта искренность, мне кажется, она вот и всех и покорила, потому что мы все, наверное, и хотим услышать эти слова благодарности от своих детей. да, согласна. Я тебе вот как мама могу сказать, и я думаю, что именно и там, конечно, уже не важно, чья это песня, но именно что две молодые артистки, которые рано начали свой творческий путь, сказали спасибо своим родителям через песню. Мне кажется, это было таким комплиментом для всех родителей. М. Да, это было круто. Но очень было приятно осознать тот эффект, который мы оказали. Я помню, когда читала комментарии, было очень много комментариев под видео, то, что вот мы живем за границей, нам так не Да, хватает да, родителей. ностальжи. Да, и это было так приятно, что мы смогли в людях пробудить какие-то эмоции, чувства, да, там, благодарность к родителям еще раз, да, может быть, они вспомнили, что они, возможно, чего-то еще не сказали, да, своим родителям. Это был Да, такой это толчок, чтобы иногда сделать самое это. сложно родителям сказать эти Да, искренние слова да. благодарности. И да, потому что старшее поколение – это поколение скрытых людей. Мгм. А, Мне вот интересно, я, конечно, в твоем случае этого не заметила, Мгм. но, может быть, где-то внутри у вас это было. Как ты переживала именно звездную болезнь? Была ли она? И, Мгм. может быть, были ли какие-то такие скрытые ситуации, когда вот, потому что все равно ты была подростком, и ты была звездой для определенного, да, ты и сейчас очень известная звездочка. И была ли, ты столкнулась ли ты с этим явлением, как звездная болезнь? Не знаю, насколько, Ты сама лично можешь признать это как-то, может быть, были да? какие-то моменты, но, может, как сказать, с другой стороны, мне Мгм, кажется, это виднее лучше. мгм. Ну, может Я быть, тебе кто-то всегда высказывался, или ты считаешь, это было или не было? Ну, Я бывали не эти заметила, моменты. например. Не, ну я замечала, хейтеры, они всегда будут и будут Да. писать разные мнения обо мне. Такие были, как бы, ну, вот высказывания, но я всегда пыталась понять, в чем именно, да, Мгм. например. Если это так, то, ну, выслушать, Ты понять. воспринимаешь критику. Вначале нет. Вначале я Вот. сразу плакала, там, все, я плохая, или я там недостойна чего-то, или Ну, там это, да. отличница, конечно, Да. да. Потом после я начала воспринимать только те комментарии, которые были вот, По ну, существу. да, по существу. А те, что вот просто там решили написать там что-то просто, чтобы нагадить Ну, кому-то. значит, со временем у тебя немножко такая толстокожесть появляется. Появилась, да, Появилась, да? да, потому что я помню, когда я участвовала вот в X-Factor, это видео набрало около 5 миллионов Ого! просмотров. Твое видео? Да, С какой и песней? это вот самое первое видео вот на кастинге «Who's Loving You» я пела песню А, Майкла Джексона, вау. когда он был еще в Jackson's Five. Вот, да, вот Это эта песня. джексоновская песня, Да, да, да. да-да-да, я вспомнила. Ты там такой маленькой Я была, была. да, очень маленькой. Это видео очень Кстати, много они его просмотров. вроде X-Factor Global, да, репостнули, и Я вот не поэтому... знаю точно, Мгм. но потом, когда я увидела, сколько там комментариев, мне сказали, не читай. Я такая, ну, Лучше не читать, очень да? интересно, хочется узнать, да. Ага. Первый раз там мое видео набрало столько много 5 просмотров. миллионов Да, и для просмотров, меня это было это... вау, конечно. Почитала эти комментарии, потом поплакала, я такая, ну ладно, ничего. Потом со временем по-любому начинаешь уже фильтровать или как-то не воспринимать это всерьез, Да. чтобы потом самой, да, хуже не Вот именно в сделать. такой период, вот, когда ты подросток, да, когда М, ты, возможно, одна, мгм, когда ты слышишь хейт, иногда необоснованный, мгм. что тебе помогает?
Вот не знаю, как ты восстанавливаешься, потому что с этим сталкивается каждый артист, особенно молодой артист, и Мгм. именно вот этот хейт, когда они не могут пережить, Мгм. они, возможно, даже ставят крест на своей карьере. М. Это их, кто-то уходит в депрессию. Вот я не М. знаю, как ты лично это переживаешь? Можешь поделиться? Возможно, у меня также играл вот синдром отличницы. Да. Я всегда хотела, чтобы у меня были только хорошие комментарии. Пыталась вот создать этот образ хорошей девочки, всегда Мгм. соответствовать ему. Когда это не получалось, или когда я видела какие-то плохие комментарии, я понимала, нет, я что-то не так сделала, надо что-то еще в себе поменять, или там, не знаю. Ну, были такие моменты, которые влияли на меня, но в какой-то момент я поняла то, что вот, а, тот образ, возможно, который я создала, и кем являюсь я, не всегда совпадают. Но О, из-за какое того, признание. А Има не хорошая девочка, не, не ну я, отличница. не, я пытаюсь, наверное, ей быть, но не всегда ею Никто не получается. идеален. Да, никто не Да? Никто идеален, не и мне идеален. кажется, это Когда ты это нормально. поняла? Только недавно. Не Серьезно. так давно, да. Мне кажется, очень поздно начала это признавать. Нет, почему? Некоторые до конца жизни этого не признают. Ну, мне кажется, вот ближе к универу, наверное, или вот во время универа, когда я училась, начала это все, ну, как-то изучать, понимать то, что, например, я там Аима Илчиева певица, не всегда являюсь там Аимой, вот, которая, например, дома, да, Супервумен, да? или нет, или просто, да, там подруга, дочка, там, не знаю, внучка, да, там что-то в этом роде. И, возможно, вот этот вот момент, мне, ну, вот, он иногда играл, то, что я не знала вообще, кем я хочу быть, да, там, Мгм. что я хочу Кстати, вот об этом делать. тоже хочу поговорить. Об этом тоже многие страдают, потому что, да, ты в какой-то момент ты приняла, что ты будешь певицей, Да. но у тебя наверняка были моменты, когда ты сомневалась М. и хотела поменять профессию, там, Мгм. жизнь, возможно. Мгм. Было такое? Да, но мне кажется, это было тоже вот буквально, Мимолетно, да? наверное, да, или мимолетно когда-то давно. Больше мыслей об этом начались, наверное, ближе к взрослому возрасту, Да, да. после вот Ну, универа, там как меняются я. ценности, Да, да, меняются да. взгляды. И что тебя удержало на этом пути? Или ты до сих пор еще в Нет, поисках? меня удерживает то время, которое было потрачено. Мгм. Да, Я понимаю, все-таки сколько. родители и ты Да, да, вложили да. очень много в это. Поэтому я не хочу просто так, как сказать, забрасывать, да, это дело, или же вот, ну, не знаю, А народная любовь? Ты народная любимица, любовь. твои песни поют. У тебя это не накладывает определенную ответственность? Нет, конечно, накладывает. Просто иногда, возможно, из-за того, что в подростковом возрасте я получила очень много внимания, Мгм. у меня, возможно, не было таких моментов, где, например, вот уезжая за границу, я могла так выдохнуть, меня никто не знает, я не должна вот, да, вот всегда вот держаться, типа, здравствуйте, да, там, улыбаться всем, со всеми хорошо общаться, чтобы, да, там, не получить хейта или что-то в этом роде. И, возможно, вот из-за этого тоже. В смысле, ты уставала от, Да, скажем, звездной публичности. жизни, Да, публичности, да-да, да? бывали, да, тоже такие Бывали моменты. моменты. Иногда, приходя в какие-то новые места, и на меня не смотрят, я такая: "Ох, классно". Типа я Наоборот. чувствовала А может быть, себя. наоборот, хотелось, Нет, чтобы нет, нет, в на какой-то тебя больше... У нет, тебя, значит, было перенасыщение да, уже, да? возможно, было Ну, с 8 лет, перенасыщение. если быть постоянно на сцене, мне кажется, Да, реально устаешь, да? да, бывало. Но мысли вот о том, то, что я столько потратила сил, столько было вложено в меня, и, в принципе, мне это нравится. Мгм. Почему я должна это, да, вот останавливать, прекращать? Ну, на самом деле, мне тоже кажется, что у тебя очень так гладко все проходит Мгм. с детства, как подростковый период, и Мгм. ты э, реально всю жизнь практически осознанную поешь, Да, да? И можно так сказать. по-другому, конечно, не хотелось бы, чтобы ты поменяла профессию. Но А, иногда бывает Бывает, да, мысли, такие да. моменты? А может быть, И кто тебя просто возвращает? сама, Сама? сама, да, мне кажется. Нет такого, что там мама или кто-то там тебе Но мама тоже напоминал? бывает.
Там мама, Я столько в бабушка. тебя вложила, да? Не-не-не, не такое. Ну, Такого когда нет? новая песня? А Окей. что ты сидишь Ага. дома? Бабушка бывает звонит. Почему нету сторисов? Серьезно. Да, Значит, они контролируют твою публичность да, по-своему. можно так сказать. Поощряют, да? Да, Мгм. они прям ждут, когда каждый раз там что-то закинул. О, молодец. Окей, давай Ну, это дальше. самые главные твои фанаты, потому что именно Да, когда артист именно с детства, я говорю, там большой труд именно родителей, бабушек, да, да, является. да. Окей, а сейчас Аима взрослая певица, 26 Мгм. лет, закончила АУЦА. Кстати, я знаю, что ты поступила в АУЦА благодаря пению тоже, да? Да. В УЦА каждый год проводится конкурс стрим. Да. Возможно, если кто-то не знает, Это стрим, это конкурс для творческих да, творческих получается, студентов, да, любой молодежи? талант, который у вас есть, вы И ты можете... получила бесплатно, выиграла бесплатное обучение, да? Да. Получается, 5 лет первый... бесплатного обучения. Ну, 4 года, 4 получается. года Да. благодаря пению. Да. Но они еще добавляют 1 год подготовительный, кому нужно там, как сказать, подучить еще английский или там каких-то знаний еще набраться. Они тоже дают вот такую Ну, ты возможность. сэкономила большую сумму денег для Да, родителей. есть такое. Но, если честно, это были они, кто первые узнали об этом конкурсе. Они такие в 9 классе я вроде бы училась, они такие, вот в АУЦА есть такой конкурс, там можно Мгм. бесплатно учиться, ничего не знаем, учи английский, и ты будешь поступать. Я Мгм. такая, ну хорошо. И вот с Ну, того аутсайд это времени, такой университет, там очень бешеная активность. да. Тебе, наверное, было нелегко, да, совмещать учебу и творчество? Да, бывало такое, даже в школьное время приходилось очень часто пропускать уроки, там, Мгм. здравствуйте, там, меня Да. нету, но я скоро буду, да, там, такие отмазки, да, там тоже. В АУЦА за счет того, что у меня была скидка, мне нужно было держать определенный балл, Да. чтобы у меня не забрали эту скидку. И в один момент, когда я понимала то, что мои оценки совсем не дотягивают до того, чтобы удержать этот балл, я приняла решение на какое-то время уйти больше в учебу, чтобы Мгм. а, как бы эти все... Выдержать баланс. Да, выдержать баланс. И насколько ты брала паузу? А, Ну, не сказать то, что это была прям вот пауза, меня не было нигде, я старалась где-то Ну, ты участвовать по немножко фокус возможности. сделала на Да, учебу, да? просто больше был такой фокус на учебу. Также потом я училась, ездила по обмену, тогда, Да? правда, меня не было вообще в стране. И вот, возможно, это время тоже как-то повлияло, то, На что что? на, как сказать, все равно актив. Присутствие в медиапространстве. Да, вот оно Мгм. Ты уменьшилось, и жалеешь об люди... этом? А, Возможно, да, но и нет. Как бы есть 50/50. Вот Ну, мне всегда. кажется, это очень круто, наоборот, что выдержать баланс, как бы и учеба важна, да? Мгм. У тебя специализация какая была? У меня 2 специализации. Основная — это социальное предпринимательство и дизайн мышления. Вторую я взяла городское планирование и дизайн. Вау. Ну, это Да. круто, ты как бы и закончила этот, и творчеством Мгм. как бы тебя помнят, любят. И ты вроде благополучно продолжала, да, творчество, Да, записываешь вот сейчас по новые чуть-чуть песни. начинаю. Не, это очень хорошо, потому что, мне кажется, нельзя уходить прям. Конечно, иногда нужно менять фокусы, Мгм. но именно содержать баланс. Возможно? Возможно, но очень сложно и Сложно, очень да. энергозатратно. Да. Да. А так, конечно, если хочешь, если тебе это нравится, почему бы и нет? Ну, потому что многие обычно ставят такой ультиматум практически, или учеба, или М, творчество. мгм, Вот если бы тебе, кстати, такой вопрос, если бы, да, мгм, тебе поставили бы на тот момент выбор мгм. учеба или творчество, что бы ты выбрала? Я, наверное, выбрала творчество, Да? да, потому что с ним я уже давно, Мгм. с творчеством я уже давно, и это уже стало частью моей жизни, Мгм. без которой, наверное, ну, было бы сложно на тот момент. Да. Ну, многие, кстати, делают этот выбор, и это на самом деле тяжело, да? Да, Это же тоже тяжело. ответственность Да. такая, потому Ну, что ты в училась со принципе, стипендии, надо да. выдерживать этот балл, да, Да, постоянно, стресс такой. загруженность, да, вот это вот У меня все. такой вопрос о заработке. Мгм. Потому что первое время, я так поняла, родители тебя поддерживали. Мгм. В каком возрасте ты начала зарабатывать, и насколько это повлияло на твой характер? Я не знаю, Мгм. может быть,
Получала ли ты свои первые деньги сама или мама забирала? Расскажи, пожалуйста, о своем первом заработке. Такая веселая, мне кажется, тема. Ну почему? По-любому в детстве. Это такой шкурный вопрос, но он есть? Ну, в детстве, да, получается, первые деньги, я даже не помню, когда я зарабатывала. Ну, наверное, это вот стоев у родственников. Вот когда ты начала выступать? Нет, не у родственников, а именно вот Прям как вот, да. артистка начала Помню, зарабатывать. первый какой-то такой заказ был на выступление на КТРК, на какой-то лотерее, что ли, в этом роде. Мне тогда заплатили 12 тысяч сомов. Вау. Но это было очень Тебе хорошая сколько было сумма. лет? Мне было 10-12 лет. Серьезно? Да. Ну, по тем временам это была очень такая хорошая. хорошая сумма. Да, получается, мне заплатили за выступление, и я вот вращала этот шарик и Ага. вытаскивала оттуда циферки. Куда пошли эти деньги? Не знаю, я их Мама? не увидела. Ну, мама имеет право там, да. А когда ты заработала деньги, которыми ты сама распоряжалась, на что ты потратила? И вообще, что дальше, когда ты начала зарабатывать? Мгм. Как-то изменилось у тебя взаимоотношения с финансами, с родителями, там, сепарация? Вот я, если честно, не помню, на что я потратила прям первые свои деньги, но примерно вот с 12, с 13 лет я начинала там, ну, где-то на то их родственников, Да. там мне чуть-чуть дают, я начинаю Мгм. копить это все. И вот так вот тратила, получается, уже свои деньги, там в школу использовала там свои деньги, родители такие, ну все, типа, вот ты Мгм. уже повзрослела, Да. денежки Рано, появились, рано, да. теперь будешь сама себя обеспечивать, там, не знаю, в школу там покушать, попить надо, у тебя есть свои деньги. На тот момент мне было ужасно обидно, так как, типа, Вот. я сама это заработала, я там хотела Вы должны меня накопить. содержать до 16 лет, да? Да, я думаю, у меня была такая позиция на Чувство тот момент. несправедливости, да? Да. Потом я как-то свыклась с этим, так как у меня было еще 2 братиков, я понимала то, что на них тоже там нужно выделять им время, Мгм. там, не знаю, какие-то финансы. Я потом такая, ну ладно, типа, у меня финансы есть, там по чуть-чуть, если буду тратить, в принципе, хватит А с мне. какого возраста ты стала полностью на самообеспечении, не зависишь финансово от родителей? Вот мне кажется, с 13-14 лет. Серьезно? Да. Прям уже с тех пор ты Да, уже да. ну Да, ты прям золотой ребенок. да, родителям очень повезло. Не, ну на самом деле это круто, когда помогаешь родителям. Мгм. А как повлияло это на твою личность? Потому что именно творчество помогло тебе сформироваться, Мгм. раньше выйти на самообеспечение. Мгм. Как повлияло это на тебя как личность? Ну, мне кажется, начала знать цену деньгам. Мгм, Я мгм. уже стала более такой, не раскидываться, да, там хочу Да. это, хочу то, Мгм. а уже как-то более продумывать на будущее, для чего мне они. Я вела, у меня такой был мини-дневник, вот я хочу вот это, оно стоит примерно столько-то. И я Такая финансовая грамотность да, по появилась, чуть-чуть, да? да, начала появляться Ну это финансовая круто. У многих она грамотность. после 19 только просыпается. Ну, у меня ситуация по-другому сложилась. Но Надо было же свои круто. финансы считать, да? Да, получается, каждый раз я откладывала, потом думала, на что я их потрачу, там форму нужно купить, там это нужно купить себе. И вот так вот потихоньку, да, так. Я начала рано взрослеть. Вот я и говорю, что Да. у тебя сепарация, Более. получается, финансовая уже рано началась, Мгм. и формирование личности у тебя раньше Да, получается. получилось, что так. Мгм. Я прям не помню, что именно и как это прям повлияло, но я помню то, что я была очень всегда такой, у меня всегда все было по делам расписано. Расчетливая. Да, Ну, в такая. в хорошем смысле этого слова, Мгм. практичная, расчетливая, да? Да, получается, я всегда знала, во столько-то я приду, во столько-то я вот это сделаю, вот это вот все. У меня прям все было расписано там по минутам. Уже Там, прям у тебя скедул да, такой был, да? да, бывало Ну, такое, то, что правильно, были какие-то, правильно. появлялись съемки, там, выступления, и уже потихоньку там вела свой дневничок, там, что у меня когда будет, и уже, Самодисциплина, да, мне кажется, да, вот, очень важна для артистов, да? да. Вот мне кажется, самодисциплина, как сказать, блин, я не могу подобрать одно слово, ну ладно. Осознанность? Наверное, да, вот более осознанность, Ну то, вот, что да, все, осознанность я во сама за многих себя, планах. никто, ну Если как, ты в 13 лет уже жила отдельно, были свои деньги, не, ну отдельно я ну, не имеется в виду жила, какой-то да, период, это тоже как бы такой да. этот... Да, отлично. Аима, можешь ты прям пожелать
начинающим артистам, Мгм. вот которые даже с подросткового, с маленького возраста на сцене, Мгм. что бы ты им посоветовала вот с высоты своего возраста? Вот ты уже, М, на самом деле, ты просто рано вышла на сцену, и поэтому у тебя Да. богатый опыт. А что бы ты посоветовала им? Самое основное для именно вокала это практика, каждодневная практика. Из-за того, что я любила, мне нравилось петь, я этим занималась чуть ли не каждый день. И потом, снимая себя на видео, я замечала то, что там спустя месяц-два были уже какие-то определенные росты, да, там я могла, раньше я этого не могла, после я уже могла научиться. Также мне помогло снимать исполнителей, получается, постоянно их петь, брать их манеру, изучать их манеру, для того, чтобы понять свой стиль, понять, как вам нравится петь, для того, чтобы для продвижения, да, возможно, из-за того, что сейчас век интернета, в наше время, возможно, тогда раньше не было таких прям больших возможностей. Сейчас рекомендации, рилсы, тиктоки очень сильно, мне кажется, помогают ребятам, которые только-только начинают. Основное — это вот просто стабильность во всем. Снимаете, участвуете. Практика, Да, стабильность, практика, активность. активность — это вот, наверное, такие основные моменты. И не останавливаться. Даже если что-то не получается, что-то там где-то вас не приняли, возможно, тогда где-то у вас не получилось. Ну ничего, в следующий раз обязательно получится. Главное — верить в себя, знать, чего вы достойны, и продолжать к этому, ну, стремиться к своей мечте, к цели. Вот. Большое спасибо, Не Има. за что. Мне кажется, именно то, что ты сказала, поможет очень многим именно молодым нашим артистам, Мгм. потому что они проживают этот период, и не всегда они понимают, не всегда их Мгм. поддерживают. Да. Возможно, даже кто-то обратится к тебе за помощью. Ты бы помогла молодым артистам именно как наставник? На данный момент, если честно, я собираюсь провести такой мини-лагерь для Окей, девочек летом совместно с UNFPA. Около 9 или 10 девочек мы хотели взять с регионов. И Кстати, вот, Аима является амбассадором да, я UNFPA, да? являюсь также Мгм. UNFPA амбассадором. И Мне поработать с очень девочками в плане творчества или Да, именно в вообще? плане творчества. Возможно, есть. Я, Вот. я помню очень много таких писем ко мне в Мгм. разные Вот соцсети. обращались Да, наверняка, да, да? да, обращались, то, что вот я очень хочу петь, мне очень нравится этим заниматься, но у меня нет возможности, Мгм. меня не поддерживают Мгм. родители. Мгм. Поэтому как-то Ну, недавно супер. я участвовала в таком мини-лагере, где мы обучали девочек с нуля, да, грубо говоря, всем вот направлениям вообще, что нужно делать, куда обращаться, как Как нужно. можно записаться в этот лагерь? Я обязательно объявлю это на Да, своей надо следить, странице. да, на Да, да, странице да. Аимы. Аима, как я говорила, очень многим девочкам, подросткам зашла твоя песня «Ахбата». Мгм, Я тоже ее считаю прям, это такая прям реинкарнация этой песни. мгм. Можно попросить тебя спеть маленький кусочек этой песни вот именно в твоем Да, оригинальном конечно. исполнении, акапельно? Айрымдарға жағар мүмкін ой жақпаса, мен үшін ыйық нәрсең ғой ақ бата. Қылымдарды келе жатқан қарытып, неге болбой жақшы салтың ой сақтаса. Қарап тұрсаң ақсақалды адамды, су қойғанда алқап сенің ой балаңды. Өмірлі бол, талайлы бол, садаға елулі бол деген сөзің ой жаманбы. Как-то так. Всё? Большое спасибо. Мне Да, не за что. кажется, у тебя очень бесценный такой опыт, богатый. Спасибо. Он прям такой, как у народной артистки, потому что столько лет, да, ты на сцене с 8 лет. А, И я хотела бы, чтобы у нас очень было побольше таких артистов, как ты, Спасибо. Спасибо которые большое. трудятся, растут, работают над собой и несут добро, вот эту глобальность, представляют Кыргызстан. И все это при этом аккуратненько, тихенько, без звездной Да, болезни. маленькие девочки. Спасибо большое за приятную Спасибо. беседу. Спасибо вам за приглашение.